Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: кто у вас на пороге? Кто этот человек? Зачем идет? И что вас с этим человеком ждет? Загадайте, пожалуйста, на себя. И, кстати, на пороге, но это самые ближайшие дни. И давайте будем смотреть. Я думаю, что все уже загадали, назвали свое имя и спросили, кто у меня на пороге. Так, и давайте смотреть. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут и ключик, и пара, и красавец-мужчина. Мужчина на пороге, мужчина очень классный, мужчина красивый, мужчина какой-то вот прям экзотический идет в плане того, что может быть иностранец, либо таких мужчин, такого типажа, либо такого статуса, такого положения в вашей жизни еще не было. Мужчина как с телевизора, как с картинки идет. С иголочки одетый, очень модный, современный. И слова, как музыка, слова, вот понимаете, очень красиво умеет говорить. Либо вот он будет говорить, а вы будете чувствовать, что вы как зачарованная. Ничего с собой поделать не можете, вот прям ловите каждое его слово. Может быть какой-то волшебный тембр голоса, может быть какая-то специфическая там тональность. Вот на голос вы пойдете. Хоть и визуально он, конечно, хорош собой, но вы пойдете больше как на голос. Что-то в этом голосе будет вас действительно вот как магнитом к нему тянуть. Девчонки, мужчина у вас, ну, действительно на пороге, кто-то познакомится, там, я не знаю, в течение там нескольких часов, кто-то познакомится в течение нескольких дней, но не больше, чем неделя, девочки. Уже вот прям рядом этот человек находится. Как произойдет знакомство? Да он сам с вами познакомится. Он идет инициатором знакомства. Кто-то в интернете будет знакомиться, кто-то будет знакомиться на улице, а кто-то по работе, по каким-то делам. Понимаете, общая отсыпка у каждого по-своему отыграется. Но что у вас общий знаменатель, так это то, что мужчина к вам подходит. Мужчина делает первый шаг в вашу жизнь. Мужчина как врасплох вас застанет. То есть вы такая не ожидаете, да, вы не готовы будете. У вас даже, знаете, у кого-то из девочек вот прям переживания будут, что вы там не в самом красивом наряде, да, что вы там не накрашенная, там, не причесанная. Может быть, вы вообще будете как в домашнем чем-то, либо в спортивном. И тут он, да, красавец-мужчина. Вот. Будете, кстати, переживать и немножечко себя смущаться. Ни в коем случае этого не делайте. Просто подумайте о том, что если вы, ну вот как на ваш, да, вкус, взгляд, вы не готовы и привлекли этого мужчину, а если он вас увидит при параде, вы же понимаете, у него там все взорвется, если вас увидит красивую. Слушайте, мужчина очень деликатный и обходительный. Мужчина сумеет даже самую неприступную снежную королеву, ну, смягчить и разговорить. Да, какой-то он в этом плане очень опытный, либо, ну, мастер соблазна. Не то чтобы он там сердцеед, возможно, там в молодые годы, когда он только начинал путь молодого самца, этот мужчина, конечно, да, он там был в ударе, куча там разбитых сердец, соблазненных женщин и прочего. Но и этот мужчина, он тренировался. У него вот по жизни идет какое-то разделение. Есть женщины для интимной близости, и есть женщины, ну, редкие, уникальные, ну, там, как мама, бабушка, да, либо жена. Вот. Вот так он делит. Есть физиология
спорт, да, а есть жизнь, есть душа, есть сердце. Вот так вот идет. Кстати, вот имя даже показали. Буква А выходит. Может быть, это имя, может быть, это фамилия, либо как прозвище, да, может быть, его так на букву А называют. Ну, либо у кого-то даже может отыграться Л. Вот. Обращайте внимание на инициалы. Может быть, место, где вы познакомитесь, А либо Л. Больше, конечно, на А похоже. Мужчина по возрасту, ну, незначительно старше вас. Незначительно. 3-5 лет. Характер его занятости, ну, тут, скорее всего, работа на себя. Либо он какой-то начальник, управляющий. Может быть, у него бизнес свой есть. Может быть, какое-то, знаете, такое положение, когда он специалист, который работает сам на себя. Но то, что он очень авторитетный, то, что он достаточно, знаете, такой, как сказать, акула бизнеса. Акула бизнеса, да, так можно про него сказать. Его боятся, его уважают и перед ним заискивают. Вот такой он человек. По характеру, ну, у него, видите, как? У него как в любви, так как в любви. В отношениях, так и в бизнесе. Если в бизнесе он один, с друзьями он другой, с семьей он третий. То есть у него для каждого случая есть вот как расписание, каким я буду. Ну, не то чтобы он носит маски, скорее это жизненная необходимость, выработанная годами. На работе он безжалостный. Он безжалостный, он бескомпромиссный, он очень требовательный. Он просто, понимаете, взглядом умеет двигать не только предметы, но и людей. Да, вот так прям посмотрит колючим взглядом, и люди так робеют, говорят: о боже, надо сделать то, что он хочет, иначе вот этот взгляд, он меня сейчас просто, ну как, выпарит. Что касается дружбы, он замечательный человек, замечательный друг. Друзей у него не так много. Ну, может быть, да, есть там люди для общения, но друг у него либо один, ну, максимум двое, понимаете, вот настоящих таких вот друзей, кому он доверяет, с кем он может, ну, как и с интересом, с любовью посидеть, пообщаться, как говорится, выплеснуть душу. Что касается любви, то сердце его будет абсолютно свободно. Вы ему очень понравитесь, его привлечет вот именно какая-то ваша нетипичная внешность. Да, может быть, действительно там вы не накрашенная, выйдете на улицу, там будете бежать, опаздывать на работу, не успеете, да, не успеете. Либо какая-нибудь невыспавшаяся, уставшая, даже кто-то приболевший из девочек будет, может, из поликлиники будете идти. Вот. И он прям обратит внимание, что вы отличаетесь от других женщин. Там все накрашенные, расфуфыренные, а вы сама натуральность. Либо наоборот, да, вы будете при параде, вы будете хорошо выглядеть с аккуратным таким вот прям макияжиком. И он обратит внимание, что вот все женщины там, ну, такие зачуханные, замученные, а вы наоборот выглядите очень хорошо. Вот что-то вас будет отличать от других женщин. И вот это вызовет интерес. И он такой ради интереса думает: ой, ну возьму, познакомлюсь. Вот, и будет подходить к вам. Подходить. Даже если вы где-то будете по какому-то делу, вопросу, вы не с ним будете общаться, вы будете общаться с кем-то другим. Вот он вас увидит, он подойдет, и он с вами познакомится. Так, но вот разговор у вас будет какой-то интересный. Вы начнете с какой-то темы, ну, общей, да, и прям, знаете, как выпадете. Он вас так заговорит, он вас так зачарует. Вы очнетесь лишь на моменте, когда вы будете давать ему согласие сходить с ним на свидание, либо там сходить вот именно сейчас, да, там, до ближайшего кафе дойти, посидеть, кофе попить. Для вас это будет шок. Вы будете думать, что он действительно обладает каким-то, ну, гипнозом, да, как он вас так зачаровал, как он выбил ваше согласие, как это все произошло. Этот мужчинка сможет вас удивить. Вам с ним будет очень интересно. Очень интересно. Кстати, я вижу, что у кого-то из девочек есть мужчина в сердце. Другой мужчина в сердце. Мужчина, за которого вы очень сильно переживаете. Мужчина, ну, с которым, скажем так, не все гладко. Да? Не все гладко у вас происходит.
Так я вам такую вещь скажу, вы вот в разговоре с новым, вы про старого забудете. Вот прям с ужасом подумайте о том, что, о боже, я же не думаю о своем любимом мужчине, да, либо о том, кто у меня там все время в голове жил. Просто забыла, как это чудо, я смогла забыть. Так, девочки, сразу хочу предупредить, что этот мужчина, он непростой, и у этого мужчины требования, есть определенные требования, скорее всего, связанные с его образом жизни, либо с родом его деятельности. Мужчина какой-то разъездной, да, он либо в каких-то поездках все время, в командировках, на одном месте ему не сидится. Но либо, в принципе, он живет не там, где вы, да, где-то вот далеко от вас. Этот мужчина вот прям там, я не знаю, со второго, с третьего свидания начнет готовить почву. Он будет, ну, всячески вам внушать, что нужно куда-то уезжать, с ним переезжать, и как бы это было хорошо. Кстати, очень много вам будет обещать, и поверьте, все его обещания – это истина. То есть все, что он там вам пообещает, скажет, он так и сделает. Просто тут другой вопрос, да, что у вас жизнь уже устаканилась, что вы, ну, живете на своей земле, там, в своем любимом городе, да, на своей любимой улице, в своем любимом доме. Вам очень сложно будет принять, да, что вам нужно куда-то уезжать, переезжать, что вам нужно менять, все в своей жизни менять. А если еще окажется, что мужчина живет в другой стране, ну, тут вообще уже, знаете, как горюшка идет. Ну, как вот в один момент взять все и поменять? Плюс он очень такой прям, знаете, скорый и решительный. Он буквально там в течение, там, не знаю, 50 минут сразу для себя поймет, что да, это именно та женщина, которую я искал, уже будет к вам относиться как к своей жене. Ну, а вам будет гораздо сложнее понять и принять. Хотя вы, я вижу, что вы будете ему сопротивляться, его чарам вы будете сопротивляться, но не сможете, девочки, не сможете, и все. Ой, зачарует он вас, зачарует и увезет. Да. Кстати, с вами он будет очень терпеливым, очень тактичным и очень терпеливым. Если вы с этим мужчиной, ну, как сойдетесь, свяжете свою жизнь, поверьте, вы никогда не увидите его в гневе вот по отношению к вам, либо там в будущем, там, если детки у вас будут, там, либо к вашим родственникам. Нет, он будет прям очень тактичный, очень сдержанный. И если вдруг дойдет до того, что он там начнет кипеть, девчонки, он вам не покажет. Не покажет. Кстати, в этом плане он, конечно, ну, герой. Редко встретишь такого мужчину, который, ну, вот так бережет свою женщину, свою семью. Но если вы его увидите случайно в гневе по отношению к другому человеку, там, на работе или по каким-нибудь, там, может быть, не совсем адекватным людям, вы можете даже испугаться. Он безжалостный к тем, как к чужакам, но и всепрощающий, всепонимающий для своей семьи. Вот такой человек. Скорее всего, идет воздух. Умный человек. Человек артистичный, умный, такой прагматичный, холодный, рассудительный, да, на воздух похоже. Так, что еще могу добавить про этого человека? Он был женат, скорее всего. Может даже отыграться, что дети есть. Детей он любит. Обязательно будет настаивать, чтобы вы все вместе там дружили и общались. Дети, не переживайте, у него очень воспитанные. Если детей нет, возможно, у него есть младшие там, братья и сестры, к которым он относится как к детям. То же самое будет настаивать, чтобы все общались, чтобы все дружили, как он будет принимать вас, вашу семью, и также будет от вас просить, чтобы вы принимали его семью, его близких. Но там никаких проблем не будет, конфликтов не будет, бояться вам нечего. Так, еще важный момент. Если вы захотите работать, если для вас важно, да, работать, заниматься своим делом, он всегда будет вас поддерживать, он будет в вас складываться не только финансово, но и время будет вкладывать, и подсказывать, и советовать, и всячески, знаете, как продвигать, будет вас продвигать. Это хорошо. Это очень хорошо. Что он от вас будет требовать?
Ну, чтобы вы следовали за ним, девочки, чтобы вы следовали за ним, и чтобы вы принимали вот как не только его, но и его семью. По поводу правил, ну, нет у него особых правил. Он обычный адекватный человек, он очень нежный, он, ну, сговорчивый, да. И, в принципе, если вы там попросите, скажете, он всегда будет готов и рад пойти вам навстречу. Что он не любит? Не любит он беспорядка, не любит он обмана, не любит он полутонов. Вот это его крайне бесит и раздражает. Ну, я думаю, что он вам честно сам об этом скажет. Вы сможете договориться. Так, что еще вы должны о нем знать? Как он выглядит, я вам говорить не буду. Все-таки общая отсыпка мне здесь четко не показали. Но то, что он красавчик, это 100%. Вот на ваш взгляд, на ваш вкус, он идет красавчиком. В принципе, он идет для чего? Для того, чтобы с вами, видите, вот пару. Видите, мужчина, женщина и над ними мост. Чтобы создать с вами пару. Для этого идет. Но, девочки, если вы его не захотите, если вдруг, да, вы для себя понимаете, что нет, мне это не надо, я этого не хочу, у меня там есть другой возлюбленный, либо в принципе я не готова, он не будет давить, он не будет за вами бегать, он не будет заискивать перед вами. У него есть гордость и чувство собственного достоинства. Этим заниматься он не будет. Не будет вымаливать там вашего внимания, нет. Вот вы ему говорите, нет, я не хочу, не готов. Он говорит, очень жаль, приятно было познакомиться, и просто исчезает из вашей жизни. Так что перед тем, как отказывать этому человеку, подумайте, взвесьте все за и против, и потом уже ему говорите. Даже несмотря на то, что он в вас влюбится, он все равно не будет вам надоедать. Вот такой вот он человек. Для чего идет? Для любви. Вот чаша, видите, для любви, для счастья, для радости, для страсти и для удовольствия. Удовольствие, кстати, не физические в большей степени, а вот жизнь в удовольствие. Вы, девчонки, вот, которые заслужили удовольствие, долго вы как-то вот мытарились, переживали, сердечко такое пораненное, болезненное. Вам нужны эти в жизни удовольствия. Вот он идет подарить, дать. Но заставлять, силить вас никто не будет. Вот что вы для себя понимали. Не спешите отказываться от мужчин. Не спешите отказывать мужчинам. Подумайте, разберитесь, прикиньте. Вот, себя спросите. Дайте себе время. Вот, а потом уже отказывайтесь, либо принимайте. Вот это важно научиться делать. Девчоночки, ну я желаю вам счастья, я желаю встретить того самого единственного, кто сделает вас счастливой, любимой, и пусть все у вас будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.